В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Добрый вечер. Не дотянули до заправки. Под Львовом разбился Ан-12. Есть погибшие. В Якутии завершается навигация. С какими показателями прошел сезон, в материале наших корреспондентов. Многоэтажное строительство. За и против. Сегодня в мэрии Якутска прошли общественные слушания. Следователи выясняют причину гибели подростка в Мирном. Покорители холода. Якутия готовится новый туристический и научный проект международного уровня. Рубрика «Афиша». Постановки и фильмы Якутска. Куда сходить? В обзоре Александра Хавренко. Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Львов на Украине. По последним данным, 5 человек погибли, еще 3 пострадали. Трагедия произошла сегодня около 13 часов по якутскому времени. Самолет выполнял чартерный грузовой рейс из испанского города Вига в Турции в турецкий Стамбул и должен был сесть в аэропорту Львов на дозаправку. Однако, по предварительным данным, в самолете закончилось топливо. Украинские СМИ сообщают, что разбившийся самолет эксплуатировался 51 год. Тем временем авиакомпания «Якутия» назвала предварительную причину выезда самолета «Сухой Суперджет-100» за пределы взлетно-посадочной полосы. Перевозчик называет возможной причиной погодные условия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте авиакомпании. Напомню, что самолет «Сухой Суперджет», направлявшийся в четверг из Якутска в Певек, Чукотка, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. На борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажиров сняли с самолета в штатном режиме, никто из них не пострадал. По словам специалистов, воздушное судно не пострадало и не претерпело никаких повреждений, отвечает всем необходимым требованиям безопасности для его дальнейшей эксплуатации. И продолжая тему авиации, сегодня стало известно, что аэропорт Якутск ведет переговоры с авиакомпанией «ЮТР» о выполнении рейсов по республике. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Якутии. В конце августа аэропорт Якутск получил допуск к приему воздушных судов типа АТР-72, единственным эксплуатантом которых является именно ЮТР. Добавлю, что ЮТР – четвертая по величине авиакомпания в России. В прошлом году перевезла 7,9 миллионов пассажиров. В этом году компания планирует перевезти почти 9 миллионов пассажиров. До завершения судоходства на реках Якутии остаются считанные дни. По расчетам специалистов, в районе Якутска навигация завершится 16-18 октября. Все будет зависеть от погодных условий. При сильной шуге и других неблагоприятных условиях судоходство может завершиться и раньше намеченного срока. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Сроки завершения пассажирского судоходства напрямую зависят от погодных условий. Но пока погода и уровни воды позволяют закрыть сезон во второй половине октября. В Якутске, Нижний Бестях у нас, как обычно, будет до 20-х чисел октября. У нас перевозки паромной переправы будут выполняться. То есть у нас завершение работы паромной переправы запланировано числа 20-25 числа, в зависимости от погодных условий. В этом году навигация и судоходство на реке Лени осложнялось мелководьем. Кроме того, в этом году было и больше транспортных происшествий на реках. Так, на днях произошло столкновение двух частных паромов в темное время суток возле Нижнего Бестяха. Причина – это несоблюдение нормативных документов, что со стороны одного, что со стороны другого капитана. Капитаны, конечно, будут у нас наказаны по административному правонарушению, по несоблюдению и правил плавания, и обеспечению безопасности судоходства. Что касается навигации и завоза грузов, то до завершения сроков судоходства весь необходимый объем грузов должен быть завезен в пункты назначения. 330 тысяч тонн грузов арктической зоны у нас отгружено в полном объеме. И осталось у нас доставить тут пары рейсов, доставить это социально значимые продукты питания и на реку Нигирка это сырая нефть осталось. Завершить перевозку. У нас на сегодняшний день Федеральным агентством морского и речного транспорта дано разрешение на выполнение для перевозки гарантированной доставки грузов до
продление навигации до 15 октября именно судов, которые участвуют в северном завозе. Тем самым мы 100% должны обеспечить доставку грузов. Несмотря на большие трудности в этом году из-за обмеления реки Лена, на всем ее протяжении завоз грузов почти полностью завершен. Небольшие остатки будут завезены по автозимникам, а судоходство будет закрыто во второй половине октября на всех реках Якутии. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня в Москве стартовал третий день международного форума «Энергетическая неделя». 10 тысяч участников из 30 стран приехали, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития угольной, нефтяной, газовой промышленности и проекты в сфере энергетики. Так, на площадке форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором энергетической компании «Русгидро» Николаем Шульгиновым. В ходе переговоров затронули вопросы, связанные с обновлением системы энергоснабжения Якутии. Так, например, требуют модернизации локальные дизельные электростанции, особенно в северных районах. На встрече удалось обговорить те подходы, которые могли бы применяться для такой модернизации. Обсудили и другие моменты в сфере энерго- и теплоснабжения Якутии. Мы также обсудили и такие, скажем, наши вопросы текущего характера, как вопросы функционирования электротеплоснабжения поселка Депутатский Ульяновского района, где тоже есть достаточно такие устойчивые многолетние проблемы. Вопросы, связанные с созданием единого теплосетевого хозяйства города Якутска, которые тоже надо нам достаточно быстро форсировать. Естественно же, были обсуждены вопросы и по дальнейшему строительству уже второй очереди Якутской ГРЭС-2, которая тоже необходимо в ближайшие годы уже строительство начать для того, чтобы город Якутск был с точки зрения именно вот энергетической безопасности полностью обеспечен. Уверен, что мы совместно с руководством Русгидро, с Якутскэнерго будем и дальше делать все, чтобы по республике Саха-Якутия обеспечить надежное электроснабжение, ну и по ряду районов надежное теплоснабжение. Жители 112-го квартала города Якутска против строительства и застройки этого района многоэтажными домами. О том, что данный район будет в скором времени застраиваться, говорили еще в апреле. Тогда жители, ознакомившись с проектом застройки, выступили против строительства многоэтажных домов. По их словам, это создаст коллапс, затруднит проезд к домам и к другим объектам, и это будет лишь частью проблемы. Отметим, что сегодня мэрия планирует полностью застроить 112-й квартал многоэтажными домами от 9 до 15 этажей. Сегодня в мэрии столицы прошли общественные слушания по вопросу развития данной территории, чтобы уладить конфликтные моменты с жителями и рассмотреть проект, который предлагает застройщик. Мы хотим, чтобы этажность рядом с частными домами уменьшилась с 9-этажных, 17-этажных до хотя бы 5-этажных, 3-этажных. Рядом с нами вот этот бульвар, который находится посередине квартала, он шел рядом с нашими домами, а не посередине квартала 102-го. Потому что дома будут находиться от этих высокоэтажных домов в 20 метрах. Наши частные дома. Курят на балконе, бросят на этот деревянный. Дома все деревянные почти что. Вот. Курят, бросят или заглянут. Нам тоже хочется комфорта. Мы же тоже хотим нормально жить. Не только, чтобы вот этот микрорайон люди жили комфортно. Вот. Это нас волнует. С этого года каждая семья Якутии, в которой родился ребенок, может получить дополнительную выплату. В Мирнинском районе за республиканской помощью обратились пока 45% семей. Чтобы как можно больше жителей региона узнали о своих новых правах, мы еще раз решили поднять эту тему. Ивана Филиппова с подробностями. Пишу заявление на пособие от 0 до 1,5 лет после рождения третьего ребенка. А вы уже получили материнский капитал региональный? Региональный, да, получила. А если не секретно, что использовали? На ремонт квартиры. Многодетная мама Алена Толмачева знает о новых правах, которые положены при рождении ребенка и куда необходимо обратиться. Но, как показывает статистика, в Мирнинском районе не все семьи торопятся написать заявление. По Мирнинскому району с 1 января 2019 года по состоянию на 1 августа 2019 года родилось 436 детей. Из них, значит, в наш адрес Мирнинского управления социальной защиты населения за получением данных новых дополнительных выплат обратилось всего на сегодня 227 семей. То есть, получается, менее 50% всего семей обратились в наш адрес.
Напомним, семьям Якутии с детьми, рожденными после 1 января 2019 года, предусмотрены дополнительные меры поддержки к ранее существующим федеральным и региональным выплатам. Например, при рождении первого ребенка молодые родители получают единовременную выплату в размере 33 812 рублей. При рождении второго ребенка дополнительно предусмотрен региональный мат-капитал в размере 30% от федерального материнского капитала. Это более 135 тысяч рублей. Ну а при рождении третьего и последующих детей семьям, чей доход ниже прожиточного по Якутии, предоставляется ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 3 лет. Это около 17 тысяч рублей. Первые дети родились в этом году 138. Из них обратилось в наш адрес всего 64 семьи. Может быть, семья не торопится как-то в наш адрес обратиться, что-то, чего-то ждут, да. Мы бы хотели семей, уважаемых наших семей, у которых родились дети с 1 января 2019 года, чтобы обратились за получением в наш адрес. Данными мерами поддержки могут воспользоваться семьи республики, а также семьи, фактически проживающие в Якутии не менее 3 лет. Сотрудники Мирнинского управления социальной защиты готовы принимать посетителей с 9 до 6 вечера. Также напоминают, что заявки можно подавать через МФЦ и госуслуги. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Следователь выясняет причину гибели подростка в Мирном. Покорители холода. Якутия готовит новый туристический научный проект международного уровня. И рубрика «Афиша». Постановки и фильмы Якутска. Куда сходить, в обзоре Александра Хабренко. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Следователи проводят проверку по факту гибели подростка в Мирном. В городе погиб подросток 2006 года рождения. В пресс-службе Минздрава Республики заявили, что смерть подростка констатировали медики скорой помощи. Цитата. «По приезду бригады скорой помощи констатировала биологическую смерть подростка», сообщили в пресс-службе Минздрава. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Подробности трагедии мы сообщим в наших следующих выпусках. В Алданском районе состоялся первый выездной рейд межведомственной мобильной бригады. Специалисты побывали в Авенкийском национальном наследии. О сложностях и проблемах жителей села Хатыстыр узнала Татьяна Вахнина. Вошедшие в дом гости застали хозяина за работой. В прошлом охотник на пенсии Николай Тихонович занялся изготовлением охотничьих лыж. Лыжи Николая Тихоновича оленеводы и охотники знают. Я вот 3 дня уже делаю, готово. Николай Ефремов скоро отметит 80-летие. Проживает один. С хозяйством, по его словам, справляется прекрасно. Летом сам произвел ремонт. Представители соцзащиты, справившись о делах и здоровье, советовали Николаю Тихоновичу обращаться к ним, если потребуется помощь. Ремонт сам делаю пока. Все делаю. Дрова сам колю. В Алданском районе начала работу межведомственная мобильная бригада, сформированная в рамках национального проекта «Демография» и республиканского проекта «Активное долголетие». Первый выезд состоялся в село Хатыстыр. Соцработники совместно с медиками посетили порядка 10 семей, где проживают пожилые люди, потенциальные клиенты мобильной бригады. Задача именно мобильных бригад, то есть это межведомственное взаимодействие именно по решению всего спектра социальных вопросов, также и медицинских вопросов, да, то есть которые возникают в процессе жизнедеятельности. Основная задача мобильной бригады – выявление пожилых людей, проживающих в сельской местности, с целью оказания им различной помощи, в том числе транспортировки в медицинские учреждения. Рассказывая о принципах функционирования мобильной бригады, визитеры спрашивали хозяев о сложностях жилищно-бытовых, о самочувствии и необходимости лечения. А сейчас как мобильная бригада появится, мне кажется, это будут наши пожилые люди очень активно этим пользоваться, потому что вот такси дорогое.
В рамках первого рейда мобильной бригады соцработники встретились с населением. На какую помощь можно рассчитывать, что включит лечение, реально ли получить направление в интернат, на какие выплаты могут рассчитывать отдельные категории и как осуществляется возмещение затрат на благоустройство жилья. Помогут ли специалисты в трудоустройстве? Круг вопросов был широким. Обратились граждане, кому нужно будет обследование у окулистов пройти в Алдане, так как здесь в Хатастере их нет. То есть эту медицинскую помощь они здесь получить не могут. Также уже обратилось несколько человек для прохождения медкомиссии для подтверждения группы инвалидности. В ходе рейдовых выездов специалисты планируют выявлять как нуждающихся в поддержке людей, так и определять группу риска – тех, кому помощь может потребоваться в будущем. На начальном этапе функционирования бригады основной упор будет делаться на информирование населения. Сотрудники соцзащиты будут держать связь с представителями администрации поселений, медиками и членами общественных организаций. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Хатыстыр. В поселке Чульман Нерюнгринского района стартовала социальная акция «Хлеб Победы». В рамках акции в магазинах поселка ветеранам войны и тыла хлеб будут предоставлять бесплатно. Подробности в нашем следующем материале. Инициатором и организатором этого проекта выступил молодежный совет поселка Чульман в лице волонтера Людмилы Маакян. Акция посвящена предстоящему 75-летнему юбилею Великой Победы. Участники акции являются это ветераны войны, труженики тыла. Они могут каждый день получать булочку хлеба бесплатно по предоставлению удостоверения. Значит, сегодня акция стартовала и продлится до 10 мая 2020 года. К участию в акции «Хлеб Победы» присоединились два производителя хлебобулочных изделий. Это ООО «Чульман Хлеб» и ООО «Хлеб» из города Нерингри. Каждый из поставщиков будет предоставлять по 5 буханок каждый день в 3 магазина поселка. Мы будем привозить наиболее востребованное, то, что берет именно поколение постарше. Это стандарт формовой социальный хлеб первого сорта и ржаной муки. В поселке Чульман в настоящее время живут 1 ветеран Великой Отечественной войны и 44 ветерана тыла. Анна Тихоновна ходит в магазин за хлебом 3 раза в неделю. Придя сегодня за продуктами, она была приятно удивлена. Если я буду брать этот хлеб бесплатно, это будет очень хорошо для меня. Очень прибавка будет к моей пенсии. Ну и очень довольна. Я очень довольна этой акцией и благодарю организаторов этой акции. По словам хозяина магазина «Сулус», участие в данной акции для него большая честь. Это очень хорошая идея. Мы помним о ветеранах не только в преддверии праздника, но и на протяжении всего года. Лично у меня, конечно, и оба деда воевали, принимали участие в Великой Отечественной. Такой проект реализуется в Нерингринском районе в первый раз. «Хлеб Победы» – это не просто акция. Это дань памяти и уважения всем тем, кто отдал свои силы, здоровье и даже жизнь ради Великой Победы. Надеемся, что благое начинание в Чульмане найдет продолжение и в других поселениях нашей республики. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Особенно отметили День пожилых людей в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ленске. Сотрудники и постояльцы приготовили различные блюда. Салаты из свежих овощей и фруктов, черепаха из огурцов, арбуз в вырезке, павлин в ассортименте и подсолнух. Все эти вкусности были позже поданы на торжественный ужин, который ознаменовал праздник День пожилых людей. Эта неделя у нас была очень насыщенная. Сейчас идет декада пожилых. Мы ездили на различные мероприятия. И к нам приезжали очень много концертов, приезжали дети города. Все нас поздравляют с этим праздником. Но помимо этого мы еще проводим и свои мероприятия. Да? Вот сегодня мы провели тоже мероприятие, посвященное Дню пожилого человека.
Более 20 учителей республики сегодня получили государственные награды, почетные звания, знаки отличия и благодарственные письма на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Как отметила зампред правительства Ольга Балабкина, сегодня учителя республики достойно представляют наш регион как на республиканском, так и на всероссийском уровнях. Благодаря их усердию, опыту и профессионализму ежегодно выпускники школ сдают ЕГЭ на 100 баллов, становятся победителями всероссийских и международных олимпиад. И вот лучшие из них сегодня получили свои заслуженные награды за вклад в развитие системы образования и науки Республики Саха-Якутия. Учитель всегда был и остается одной из самых профессий, почитаемых в нашей стране. Ну и, соответственно, в мире. Поэтому сегодня, прежде всего, я хочу поздравить всех учителей с Международным днем учителя. У каждого из нас есть первый учитель, есть любимый учитель. Учитель, который заложил нам основы для того, чтобы мы умели читать, писать, говорить и вообще жить в этом сложном достаточно мире. Ежегодно стало традицией, руководство республики встречается и поощряет лучших учителей. И сегодня те награды, которые у нас получили лучшие учителя, говорят о том, что у нашего образования все впереди. У нас будут дети. И Россия действительно войдет в ту десятку стран, которая будет лидером мирового образования. Якутия готовит новый невероятный туристический и научный проект международного уровня, который стартует уже в начале следующего года. Его название «Покорители холода». Параллельно в Москве и в Якутске по телемосту состоялось заседание оргкомитета, где обсуждались вопросы подготовки. Сейчас идет проработка оптимальных маршрутов, обсуждаются возможные участки, корректируются презентационные материалы. Идея проекта довольно оригинальна. По задумке, участники экстремального челлендж-тура, куда войдут туристы, блогеры, ученые, заключается в том, чтобы искать места в Якутии с самыми низкими температурами и фиксировать их. Проект должен помочь привлечь к республике внимание международной общественности, а также предложить туристам такой эксклюзивный экстремальный продукт, как якутский холод. Это, конечно, очень интересно и с научной точки зрения, это интересно с точки зрения вообще в целом опыта переживания человека в экстремальных условиях. Ну и, безусловно, это окажет очень позитивный эффект на узнаваемость нашей республики, на туристический поток и на те не только экстремальные виды туризма, но и вообще в целом такого широкого круга туристов, который будет посещать нашу республику. День защиты животных сегодня отмечают во всем мире. Праздник появился почти 90 лет назад, однако в нашей стране его начали отмечать с 2000 года. Этот день еще один повод обратить внимание на проблемы как диких, так и домашних животных. Съемочная группа нашего телеканала проведала жителей единственного зоопарка в Якутии. Братья наши меньшие. Они радуются, любят вкусно покушать. И, конечно, купаться. Ну, все как у людей. Обратить внимание человечества на проблемы других обитателей планеты – вот основная цель Всемирного дня животных. Эту важную миссию, как никто, понимают сотрудники зоопарка. Каждый день они дарят свою любовь и заботу тем, кого приручили. Ну, на самом деле у нас в зоопарке каждый день День животных, потому что мы каждый день работаем с животными, каждый день думаем о том, как сделать их жизнь лучше, да, как работаем и с рационами, и с условиями содержания. Зоопарк Артодайдо открылся в 2001 году. Тогда там поселились чуть больше 10 животных. Сегодня почти 170 видов. Одна из первых жительниц – рысь Куня. Сейчас ей около 20 лет. Ее по праву можно назвать хозяйкой зоопарка. А вот медведица Колымана, за которой следит вся республика, уже стала символом Артодайдо. Главная интрига – беременна ли якутская красавица. Точного ответа никто не даст. Все станет ясно уже после Нового года. В положении она или нет, мы достоверно сказать не можем, потому что сейчас осенью все животные, да, прибавили в весе, вот, потому что готовятся к долгой суровой зиме к нашей. Вот, поведение у нее тоже, ну, как видите, да, не совсем она пассивна, у нее есть сохранена и активность, и купается она. Вот. Поэтому точно сказать мы не можем. Морозы ударят совсем скоро. Сейчас животные активно готовятся, усиленно питаются. Не менее ответственный период и у сотрудников зоопарка. Они уже подготовили теплые вольеры и запустили отопление.
В этот праздник приехать в зоопарк Арто-Дайду без подарков мы просто не могли. С собой у меня угощение для самых шумных жителей зоопарка. Ну что ж, с праздником вас! А вот баловать фруктовыми тортами животных в праздничный день не стали. Как уверяют сотрудники зоопарка, перекармливать нельзя. Необходимо соблюдать рацион. И дело ведь вовсе не в угощениях. Главный подарок братьям нашим меньшим – любовь и забота. Анастасия Ковазева, Илья Сыромятников, Хангаласский район. Рабочая неделя подходит к концу, и далее эфир нашего телеканала продолжит новая рубрика «Афиша», что предлагают зрителям кинотеатры и театры города Якутска, расскажет мой коллега Александр Хавренко.